Вы смотрите новости в прямом эфире, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Эпидобстановка усложняется. Случаи заражения британским штаммом коронавируса фиксируют в Якутии. Вводятся дополнительные ограничения. Сегодня отмечается Национальный день донора. Сколько человек регулярно сдают кровь для нуждающихся людей в регионе? Саха-печать отправляется в интернет-пространство. Более 30 районных газет запускают цифровой формат своих изданий. В Якутии 2 человека заболели британским штаммом COVID-19. Айсен Николаев провел сегодня совещание оперштаба, где отметил, что ситуация по коронавирусу в республике остается напряженной. Руководитель региона сообщил, что в Якутии подтверждены 2 случая заражения британскими штаммами COVID. Оба заболевших в семье из Якутска, отдыхавшей в Турции. Более того, многие якутяне сегодня находятся на отдыхе за рубежом, поэтому не исключены дальнейшие случаи завоза коронавируса. Глава республики поручил организовать контроль за приезжающими. Все они обязаны сдать ПЦР-тест и разместить результаты на портале госуслуг. У нас на территории республики подтвержден первый случай британского штамма, завезенный нашими жителями в Якутске. Так, семья из Якутска, которая отдыхала в Турции, в начале апреля приехала, заболела так, по приезду, хотя анализы при въезде на границе были отрицательные, через 3 дня заболели. И сейчас уже после проверок лаборатории за пределами республики официальный Роспотребнадзор уже дал заключение, что это британский штамм. Соответственно, с учетом того, что этот штамм опасен тем, что он распространяется гораздо быстрее, у нас, по крайней мере, по Якутску уже есть серьезная угроза. Глава Якутии поставил задачу максимально разобщить людей, минимизировать их контакты. Также дано указание усилить соблюдение масочного режима в общественных местах, транспорте, местах отдыха, во всех организациях и предприятиях. Соответственно, оперативным штабам всех муниципальных образований необходимо усилить разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения ограничений, чтобы люди отказались от проведения больших семейных мероприятий, коллективных выездов на природу или на различные маевки. Также необходимо повсеместно принимать меры по недопущению массовых корпоративных мероприятий, организации различных субботников, общественных спортивных мероприятий на слегах, поселках, городских округах. Задача сегодня стоит по максимальному разобщению людей, по минимизации контактов для стабилизации эпидситуации. И еще об ограничениях. Основные республиканские и муниципальные мероприятия запретили проводить в выходные и нерабочие праздничные дни в очном формате. А на согласованных с оперштабами могут присутствовать не более 50 человек. Кафе и рестораны, в том числе банкетные залы, будут закрываться с полуночи до 6 утра. Также вводятся ограничения на количество посетителей за одним столом, не более 15 человек. Столы должны стоять на расстоянии как минимум 1,5 метра. Заполняемость зрительного зала в театрах, кинотеатрах и культурно-досуговых организациях сократили с 75 до 50%. Теперь к общей сводке. 75 человек заболели коронавирусом в Якутии за сутки. Из них в столице 52, в Мегино-Кангаласском районе 7, в Алданском 3, в Нерюнгринском, Татинском, Усть-Алданском и Хангаласском районах по 2. По одному случаю в Верхоянском, Кобяйском, Ленском, Нюрбинском и Тампонском. За сутки лаборатории республики провели 234 исследования на ковид. Также по состоянию на сегодня в регион поступило почти 115 тысяч доз вакцин для профилактики коронавируса. Использовано 84%. Первый компонент получили порядка 95,5 тысяч человек, второй почти 55 тысяч якутян. В Мегино-Кангаласском улусе общее количество заражений COVID-19 с начала пандемии превышает 2500 человек. Сегодня в районе болеют 35 якутян. Дефицита лекарств для профилактики коронавируса в аптеках района не отмечается. Продолжается и массовая вакцинация. В связи с новыми случаями заражения в образовательных организациях по решению районного оперштаба приняты дополнительные ограничительные меры.
Отменено проведение спортивно-массовых культурно-досуговых мероприятий, включая мероприятия, проводимые на открытом воздухе, отменены до 4 мая. Организован образовательный процесс с 1 по 11 класс в Дагдыгинской средней школе, во всех группах, дошкольных группах и во всех классах в Рассолодинской школе и учреждениях дополнительного образования детей в селе Мая и поселке Нижний Бестях. Сегодня отмечается Национальный день донора. В республике насчитывается более 10 тысяч человек, регулярно сдающих кровь для других людей. Но, несмотря на это, потребность в донорской крови есть всегда. Ульяна Шагина побывала на станции переливания крови. Майя Курнева не только должностной человек, но и без 5 минут почетный донор Российской Федерации. Уже более 18 лет она безвозмездно сдает кровь во имя спасения жизни незнакомых ей людей. Я первый раз сдала кровь в 2003 году. Это было в университете. Когда мы были студентами, нас попросили сдать для человека, который попал в аварию. До сих пор безвозмездно сдаю кровь. С 8 утра на станции переливания крови не протолкнуться. При входе проверяют наличие маски, дезинфицируют руки, измеряют температуру тела. И после заполнения специальной анкеты отправляют в кабинет предварительного обследования, где у доноров определяют группу крови и резус-фактор, а также возьмут общий анализ крови. Здесь определяем гемоглобин, наличие анемии. Кто сдает на тромбоциты, определяем общий анализ крови. Уже смотрим количество тромбоцитов, количество гемоглобина, эритроцитов. И только при норме мы вбиваем в компьютер все данные, и донор у нас идет уже к терапевту. Если после проверки артериального давления, пульса и веса все будет в норме, донора отправят в кабинет для сдачи крови. Одновременно в этом помещении могут находиться до 12 доноров. Процедура длится от 5 до 7 минут. Доноры могут сдать кровь, плазму, либо тромбоциты. Бывают и отказы в донорстве. Частой причиной называют нарушение диеты перед сдачей крови. Нарушают обычно те, кто впервые приходит на эту процедуру. Опытные же хорошо знают все правила. Там обычные правила не есть ни жирного, ни острого, не пить спиртное, таблетки определенный период нельзя принимать и так далее. Такие требования, да. Между тем, чтобы поддержать тех, кто сдает кровь на безвозмездной основе, активные доноры при станции переливания крови придумали карту лояльности, которая дает скидки на покупку в различных магазинах. Карта создана для того, чтобы привлечь как можно больше доноров, да, чтобы они сдавали не за деньги, да, а безвозмездно. То есть эту карту могут получить доноры, которые сдали безвозмездно последние 5 лет 5 раз. И у них скидка будет, да, большие? Посетитель с номером. Там от 2% до 20%. Безвозмездные доноры после сдачи крови получают денежную компенсацию на усиленное питание. Она составляет 950 рублей. Донорам же социальной поддержкой выплачивают 3500 рублей. Кроме того, все доноры имеют право на получение 2-дневного отдыха после сдачи крови. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Проект «Бережливая личность» начнут реализовывать в Якутии. Он уже работает в 4 субъектах страны. Сегодня представители организаторов госкорпорации «Росатом» провели конференцию на тему «Аспекты развития здоровой бережливой личности». В мероприятии принял участие Кирилл Бычков, зампред правительства региона. Внедрение данной программы в первую очередь начнется с системы образования республики и в медучреждениях. Проект «Бережливая личность» – это воспитание здорового поколения и ответственного отношения к своему здоровью во благо развития страны и увеличения численности населения. Уже есть 7 таких, мы их называем, межорганизационная цепочка развития бережливой личности в 4 регионах, она уже сформирована. Сформировать ее не так просто. Сначала нужно развить сами учреждения, которые будут потом в эту цепочку входить. То есть поднять уровень бережливости внутри самих учреждений. Садик, школа, колледж, университет, работодатель, который будет потом принимать этих людей. Учреждение дополнительного образования, которое будет производить потом профессиональную переподготовку. И когда мы набираем определенный минимум,
После этого формируется уже цепочка, и у нас выстраивается такой поток развития личности. Знаменательное событие в истории якутской журналистики. Саха-Печать запустит 33 районных новостных сайта. Каждая районная редакция теперь будет выпускать не только печатную версию изданий, но и вести электронный формат. Таким образом, идет приобщение к цифровой среде. Уже сейчас любой житель может зайти на страницу редакции в сети интернет и прочитать свежие новости Улуса, посмотреть объявления, прослушать подкасты, увидеть фотографии, посмотреть видеорепортажи и многое другое. Например, районная газета Горного Улуса Улек-ИГ уже запустила свой интернет-портал. И открыто не только для молодежи, но и вообще вот для всех жителей республики. Считаю, что район Горный развивается и планируется вот большое знаменательное событие игры Манчары. И тоже как бы вот к этому событию тоже как бы нужное мероприятие. В Хангаласском Улусе районная газета «Ханалас» тоже презентовала свой новостной сайт. Попасть на него очень просто. Достаточно набрать в адресной строке браузера кириллицей hanalasgazeta.rf. Сайт доступен как с компьютера, так и с мобильного телефона. Главный редактор газеты Айталина Яковлева рассказала, что с появлением сетевых изданий никуда не исчезнет бумажный формат. Газета «Ханалас», как и раньше, будет выпускаться еженедельно в пятницу на 2 языках – русском и якутском. Это, конечно же, в первую очередь раздел новости. Здесь будут публиковаться материалы наших корреспондентов, общественных корреспондентов, будут размещаться материалы пресс-служб, администрации района, да, ОМВД, там, прокуратуры и так далее. Раздел истории есть, где будут размещаться портретные материалы о почетных и известных жителях нашего района. Раздел мнения, где будут высказываться жители района, например, по посланию главы. Да. Приглашаем всех на новую информационную площадку Улуса. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не забывайте носить маску, обрабатывать руки, соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах. Оставайтесь на нашем канале.